Наша команда миссионеров, сейчас мы находимся в поселке Черепаново с 6 января по сегодняшний день. За этот период времени у нас покаялось, приняли Христа 150 человек. Из них 34 человека хотят общаться дальше с нами. То, что я съездил на миссию, очень поменяло меня. Не могу сказать, что оно поменяло мой характер в целом, но оно очень изменило мой взгляд на этот мир. Когда идешь на евангелизацию, потом, когда принимают Христа и хотят общаться с нами, и приходишь на посещение, там сердце просто разрывается, потому что видишь, как они живут, как они не знают, как выйти из этой ситуации. То есть они настолько куда-то ушли на дно какое-то сели, из которого нет просто выхода. Вместе с командой я ездил 4 недели. И на 2-й неделе мы просто шли по улице и встретили одного человека, который пригласил нас приехать к нему домой. И когда мы в один из дней пришли в этот дом и зашли, то, что я увидел, меня очень поразило, потому что такого я не видел еще никогда. Это был полностью разрушенный дом, точнее даже не дом, там буквально 2 маленькие комнатки. Ирина стояла, облокотившись плечом об стенку, и смотрела просто тупо куда-то. Когда мы зашли, она обрадовалась нам. Сказала, что поблагодарила за то, что мы пришли, и сказала, что я хотела, в этот момент она сказала, что я хотела повеситься. Вдруг я понимаю, что я пришел в этот дом и ничего не делаю, и чувствую побуждение пойти к Ирине, пойти и поговорить с ней о чем-то. Она приняла Иисуса Христа, и взгляд ее изменился. Она стала более доброй, и я понимаю, что у нее что-то внутри происходило и произошло. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты ее любишь. И ты сказал: не оставлю и не покину. И я верю, что ты ее не оставишь и не покинешь ни в каком состоянии, мой Бог. Эта женщина, она бывает падает, бывает встает, но что произошло? В ней живет Бог, и теперь она не может жить уже старой жизнью. Вот на данный момент, когда она со мной рядом сидит, когда читает, вот тогда да. А когда ее уходит она, я им благодарна, что они ездят, кто поддерживают. Конечно, хотелось бы дом отремонтировать, что нормально, чтобы было, чистенько было. В течение 2013 года было пройдено много населенных пунктов. За последние 8 месяцев покаялось более 1000 человек. Стали работать домашние группы. Такая же картина наблюдается и в 2014 году. Много людей хотят примириться с Богом. Много людей хотят получить жизнь и жизнь с избытком и изменить эту жизнь во Христе Иисусе. Это всего лишь одна история. Таких множество. Мы благодарны Богу за эту возможность проповедовать Евангелие вместе. Наша молодежь, она очень обновилась духовно. Люди пожилого, среднего возраста обновились духовно. Мы верим, что через этот проект «Год для Иисуса» наша страна будет спасена.